Добрый вечер. У нас сегодня в гостях известный журналист Эмирбек Сатаев. Рахмат. Вам что спасибо, пришли. Нарин Мурза. Получается, директора вашего Next TV на пробацию отправили, да? Но признали виновным на прошлой неделе, да? Да, 21 сентября состоялся суд, где он выступил с речью, с последней речью перед судом. Вот. И после этого, значит, суд принял решение оставить наказание, значит, 5 лет и с пробацией на 3 года. Сурово. Но выпустить из зала суда. Вот как бы виноват и не виноват, как бы, понимаете? То есть и нашим, и вашим. Это можно, наверное, так расценить. Со стороны судей, со стороны властей. Ну, чего ж, тут открыто можно говорить, что они вот как бы решили таким образом смягчить. Но все равно виноват. Вот 5 лет, знаете, ну, печать ведь судимости остается, и причем по такой тяжелой экстремистской статье, где наказание там от 7 и выше лет. Понимаете? Кстати, судья обвинение просила на одном из предпоследних судов, ему 7 лет просили дать. Вот. Так же, как и Болоту Темирову сейчас там 5 лет просил обвинение дать. То есть, Нарин Мурза, это вообще дело абсурдное очень. И это такой плохой прецедент у нас создан, когда журналистов начали осуждать по 330 статье, это экстремизм, разжигание межнациональной вражды. То есть, ну, мы, я не знаю, до такого дошли, даже вот иногда и самому не верится. Кажется, что это какой-то дурной, страшный сон, знаете. Вот. Но это наша действительность сегодняшняя. Ну, вина-то в чем? Талая Дюшенбиева, да? Ну, вина Талая, ну, как они говорят, да, обвинение. Это с позиции обвинения, что он, являясь директором телеканала Next TV, разместил скриншот, причем не в эфире телевидения, а в Телеграме и Фейсбуке со ссылкой... Телеканала или на своем частном? Нет, личном? На страничке телеканала. Да. Угу. Вот. Причем это была перепечатка украинского издания «Украина сейчас», где говорилось со ссылкой, опять же, на Альмира Мусаева, экс-главы ГКНБ Казахстана, о том, что Кыргызстан и Таджикистан, возможно, будут принимать участие вот в спецоперации, так называемой, против Украины. Вот. Но эту информацию потом опровергли. Вот. И 3 марта его прямо на рабочем месте пришли, арестовали и забрали. И в итоге он отсидел практически 7 месяцев, понимаете? С марта. Да, 7 месяцев он сидел в СИЗО ГКНБ все это время. Вот. Ну и сейчас, конечно же, наши адвокаты, это вот Тимур Султанов, который работает у Чолпан Эдиновны Джакуповой, Ахмат Алагушев, Надежда Алишева, конечно, будут давать апелляцию, потому что, ну, с печатью судимости, тем более, если человек не виноват, знаете, ну, конечно, с этим никто мириться не будет. Вот. То есть все равно, как бы, Талай Дюшенбиев остается виновным по этой статье. Но условное наказание. Вот такой вот казус, понимаете. Нехороший такой прецедент, как вы сказали, да? Но вот чем руководствуются, как вы думаете, власти, когда вот такие суровые делают вердикты? Судьи, власти? Ну, вы знаете, это цель одна. Это, во-первых, запугать, напугать, да?
и не только Next TV, но и другие негосударственные, независимые СМИ. Вот, чтобы другим было неповадно. Вот. Чтобы журналисты задумывались, прежде чем критиковать, писать что-то в отношении властей. Вот, лишний раз подумали. Там же не в отношении властей. Ну, просто человек, этот Альмир Мусаев, начальник бывший, он живет, по-моему, в Вене, да, сейчас? Да. Он достаточно известный человек, который обладает, наверное, какой-то информацией. Да, он дает интервью, да. как вы видите, Да. в настоящее время другим изданиям. Да. И Вот, поэтому Гордону недавно не давал просто интервью. человек с улицы, который конечно. обладает информацией, обладает источниками информации. Конечно. Поэтому раз он говорит, что тут такого, если его процитировать? Или там не цитируем, а просто поделились, да? Да. Этой информацией, которая украинская, какой-то сайт «Украина сегодня», да? Да, Украина сейчас. Сейчас. Да, и учитывая, что Талай Дүйшенбиев, он является генеральным директором телеканала, не социальных страниц, да? А там есть отдельные редакторы телеграм-канала и... Там есть человек, несколько человек, которые как привлеченные, они вот размещают уже эти материалы на страничке. То есть он за это вообще не несет ответственность. Рука его не касалась этого материала. Он даже не в курсе был, когда его задерживали, за что, он еще долгое время как бы в шоке пребывал. Понимаете, Талай Дүйшенбиев, будучи гендиректором, он занимался хозяйственной частью, общим руководством, там, зарплатой, обеспечением телеканала. Вот. Практически он контентом не занимался. Вот. Интересно. Поэтому обвинять человека за то, что он вообще не делал, как-то вот, понимаете, глупо. И потом, хорошо, разжигание межнациональной вражды. В чем выразилось это разжигание? Вы же понимаете, это как минимум призывы должны быть, да, чтобы разжигать ненависть друг к другу, да. Вот. Язык вражды какой-то. Да, язык вражды использоваться должен. Вот. Потом эта ненависть, как результат, это во что-то должно было вылиться, опять же, да. То есть, кто в итоге пострадал от этой вражды, была ли вражда. Там же еще потом ему приписали часть 2 330 статьи Уголовного кодекса, где группа лиц, то есть кто-то с ним в группе должен был быть, а все это время он один пребывал в СИЗО ГКНБ. То есть ни группы, ни самой вражды как результата, да, то есть ничего не было доказано, понимаете? Вот. И вот если, например, другие журналисты, блогеры обвиняют там первых лиц, кого-то во власти, что вот они что-то не то, допустим, в сфере в какой-то, они же сразу перекладывают ответственность на других, кто конкретно что-то там за что-то отвечает, а он там на высоком уровне, и он этого конкретно не знал. А тут наоборот получается. Когда касается их обвинений властей, они прибегают к совсем другой тактике, противоположной. А здесь, получается, он конкретно это не писал, да. Он просто вот руководитель. Почему тогда вместе с ним еще кто-то проходил по делу, нет? Нет. Вот вызывались на допрос. Я был 2 раза на допросе, журналисты были, вот, эфирный инженер. Все побывали. Вот, И вот такие моменты, смотрите. Допустим, кто-то, просто допустим, что действительно там что-то неправильно сделал. Журналист там или руководитель СМИ. Властям можно было пригласить за чашкой кофе, объяснить. Вот смотрите, вы вот так написали, а на самом деле не так. То есть провести беседу вы имеете в виду? Беседу. Да? Даже вот не такую вот прям официально, а вот просто вот по-человечески, да? Сказать, вот все-таки же вот это не так, а вот так, смотрите, у нас есть документы, взять с него подписку какую-то, если показывают какие-то секретные документы или там. Да, на худой конец можно же было предупредить.
Да. Да, даже ладно, не там Не надо кофе. не обязательно там где-то встречаться, пить кофе или еще что-то. Ну, хотя бы предупредить, сказать, ребят, ну вот здесь вы не правы, вы согласны? Вот у нас есть доказательства. Давайте, ну, сделайте опровержение. Или давайте мы вот совместно с нашими, я не знаю, представителями, официальными лицами сделаем передачу такую же. Да. Вот. А тут, понимаете, вот, прийти сразу, арестовать. Ну, то есть это говорит, опять же, о том, что канал рано или поздно бы попытались заткнуть. Вот. А тут предоставился удобный случай. Это был всего лишь повод. Потому что в настоящее время, ну, мы транслируем в настоящее время Deutsche Welle, там, азатыковские передачи, вот, новости и другие программы. И наш канал в цифровом формате в Сонарипе, он доступен для большинства жителей, особенно в регионах. И для них, кроме КТР и ОРТ, РТР российских, это вот единственный альтернативный источник информации. Понимаете, его нужно было любыми способами заткнуть. Заткнули? Нет, не получилось. Не Где? получилось. И результата не добились. Да. И 7 месяцев человек сидел в СИЗО. Да, и вина ему не доказана. И все равно все продолжается, вот эта трансляция Deutsche Welle или там Да, в да. настоящее время идет же. Да, единственное, у нас, значит, опечатали офис. Это эфирная студия, где у нас компьютеры, камеры, студии. То есть все это время, вот 7 месяцев мы не работали, практически не могли ничего снимать. Вот, за неимением техники. И получается... А люди не работали, зарплату не получали. Ага. И получается, ретрансляции стало больше, чем если бы вы работали. Да, конечно, конечно. Да, да. Поэтому это всего лишь была попытка закрыть телеканал любыми способами. Вот как это делалось в России, вы помните. Кстати, это было практически в одно и то же время. Да? В феврале 24-го спецоперация так называемая началась. И потом, значит, пошло давление и закрытие ряда известных «Эхо Москвы», да, «Дождь», российских СМИ. Да. многие Да. другие. «Новая газета» Дмитрия Муратова. Вот. Все эти издания были сразу же закрыты. И у нас это все зеркально отразилось на наших медиа. Вот. На блогеров атаки, там, на Болото, на нас. Позже там 24 KG. Вот сейчас Рыс Джекшиналиев, Балтабай. Вот. Понимаете, эти посадки просто усилились. Возможно, какое-то вот кураторство со стороны России? Ну, я думаю, не исключено, понимаете. У нас это всегда так было. Вот, после, Все эти законы да, о фейках, например. Да, после обретения независимости. У нас всегда здесь чуть что так появлялись кураторы. Мы это прекрасно знаем. Страна маленькая. Вот, источники информации как бы это подтверждают всегда. Я думаю, это не без этого. Вот, что все-таки оттуда, если не команда, то вот были какие-то указания, я думаю. Но даже если не было... Или наши перестраховались и решили как бы повторить, может быть, их опыт. Причем худший опыт. В худшем виде. Да, в худшем виде. И так, знаете, бездарно и вот безграмотно. В Советском Союзе был только один источник информации, который считался, вот только он должен цитироваться, только на него можно ссылаться, и независимых не было. Да? Да. И сейчас вот эти попытки властей сводятся примерно к тому же, так же, как и в России. Да? Только один источник, вот они говорят, там 5900 человек погибло за полгода войны. А на самом деле там в 10 раз больше, да? И в Кыргызстане тоже вот эти власти новые, как бы вот повторять этот опыт, но это же прошли этот опыт уже, пережили. И благодаря тому, что кроме одного источника есть много других источников, Конечно.
Как раз это вот, например, во время последней вот этой Баткенской войны же показалось, что соцсети, блогеры, другие, кто поднимают проблемы. Да, негосударственные СМИ, не опять же, и медиа, да? Да. Вот. Как раз они оказывают помощь обществу. Ну, вот вы правильно сказали. Во время последних событий, да, когда таджикская сторона распространяла разную информацию, включая, что там, значит, мечети разрушили, там еще несколько было материалов. Но все это благодаря факт-чекингу было разоблачено. Да, что эта мечеть оказалась на самом деле в Сирии, вот, еще там какие-то материалы. Так это же благодаря независимым СМИ вот, все это выявилось. Вот, то есть вся эта неправда наружу вылезла и оказала поддержку нашему государству. Вот в этих случаях почему-то вот как-то... Спасибо власти, не говорят. Да, не то что спасибо, как-то, и не говорят ничего, и не спасибо, и не хорошо, и не плохо не говорят. Как будто, вот, знаете, этого не было, и так и должно быть. Я не знаю, зачем И даже руководствуется. предупреждения некоторые появились, да, что вот... Да, а наоборот, вот как все более-менее утихло, пресс-секретарь Даир Орунбеков вдруг недавно выступил с заявлением, что ряд блогеров вредят безопасности Кыргызстана. Вот они пишут там, выдают секретную информацию, вот, которая может быть во вред сказаться только. Вот. Ну, тогда возникает вопрос, слушайте, а откуда эта секретная информация вообще просачивается, правильно? Нарын Мырза. Ну, всякое может быть. Значит, есть доступ к секретной информации у журналистов. Если она есть у журналистов, она у всех есть. Кто-то же слил. Да, ну, да, то есть как-то вот, знаете, до смешного доходит. Вместо того, чтобы в первые дни вот Даиру Орунбекову и его коллегам развернуть нормальную информационную, значит, деятельность, да, вот, они вот сейчас начинают опять заниматься поисками врагов. Вот, наверное, это легче всего, да, сидя в кресле на 7-м этаже, вот кого-то журить там, вот, кого-то сажать, пугать, вместо того, чтобы заниматься вот решением, наоборот, поиском консенсуса, да, диалога. Ну, диалог должен быть. Опять же, вот можно было встретиться с теми людьми, Да. кого они считают, что они там секретную какую-то выдали информацию. Если человек не расписывался, что какое-то заявление о неразглашении, то он не виноват. Он, что он добыл, это работа журналистов, добывать информацию. Ну, вы понимаете, детский сад – это вот как пугать детей. Но если ты заявил, что, значит, просочилась секретная информация, да, в их материал, ну, это тоже, опять же, серьезное обвинение. Нарын Мырза, вы сами не раз подвергались, я помню, да, во время Атамбаева. Вот. Тогда предъявите и докажите, что вот, ребята, вы выдали все секреты, государственную тайну. Вот. Это грозит вот этим, безопасности, там, я не знаю, там, еще какими-то последствиями тяжелыми. Но этого же нет. Это вот, знаете, как привыкли там ругать всегда. Вот. И наш канал говорит, да, вы там вы грантоеды, вы там, я не знаю, вы шпионы, вы там поддерживаете ЛГБТ. Ну вот, знаете, опять же набор вот этих вот киселевских и соловьевских аргументов, никчемных причем. Понимаете? Ну вот можно было встретиться, поговорить, сказать спасибо, что вот помогли и так далее. Ну давайте вот такие вещи не будем делать в дружеских таких нормальных, если бы, отношениях быть, конечно, и чтобы дальше не было. Журналисты всегда открыты, готовы к диалогу. Но да. Та сторона, они вот считают, может быть, выше своего достоинства, или вот власть как бы им, я не знаю, не позволяет идти на диалог. Вот. Как награждать, так только журналистов с государственных медиа. Да? Там руководители КТР получают заслуженных, грамоты, там, дикторы от президента и прочее. Да? Ну, почему нельзя, я не знаю, дать грамоту просто журналистам, которые вот эти все фейковые вещи, да, разоблачили и помогли?
прошлой войне ведь тоже было, когда 29 апреля, да, 21 года вот эта война была. На таджикских сайтах появились разрушенные дома, что-то вот крымская сторона это сделала, а потом, когда проверили, оказалось, что это где-то в Афганистане такие. Да, да. То же Вот самое. аналогично, да. И тогда тоже, опять же, пресс-служба очень бездарно себя повела. Пока вот журналисты сами не собрались, там, Союз журналистов, Авламбек, Джумабаев и другие медиа-специалисты, пока не собрались, там, не подсказали, не мобилизовались, ничего, просто они были парализованы и не знали, что делать. Понимаете, вместо того, чтобы действовать, организовать, там, штаб создать, направить журналистов срочно в Баткен, там, вести координацию, тут же переводить на английский язык, на русский язык, рассылать нам по всем ведущим, значит, медиа, Reuters, там, CNN, BBC и так далее. Это вот. В прошлом году. Да, и в этом году то же самое произошло, понимаете? Только руководящие лица были другие. Вот. Если тогда была Байтерек, то сейчас вот Даир Урунбеков, который отличился организацией, значит, фермы троллей. Вот. Где? Ну, во время выборов президента там, и так далее, и после. Ну, это, наверное, по наследству перешло тогда. Ну, да, видимо, это вот ставит заслугу нашим, так сказать, в кавычках, журналистам, вот, которые отличились, выслужились, и теперь вот, одев костюмы и галстуки, теперь вот пытаются журить, понимаете, своих коллег же опять. Вот. Их задача наоборот, вы правильно сказали, вести диалог. Вот. Мы не являемся врагами, правильно, собственного народа. Власти приходят и уходят, извините. А мы остаемся. Мы только освещаем, мы свою работу делаем. Как сейчас, в каком состоянии телеканал? Ну, после суда, значит, опечатанное оборудование у нас также остается. Там нужно время, оказывается, может быть месяц, может больше. Вот пока все эти вот бюрократические процедуры пройти, чтобы получить доступ. Ну, опять же, время, понимаете, уходит. Вот. Во время этих событий баткенских мы всегда делали, знаете, спецрепортажи. Тут же, в прямом эфире, вот, приглашали экспертов, гостей. Сейчас, благо, есть Zoom. Выходили на зарубежных экспертов или наших кыргызстанцев, которые там живут. Вот. Понимаете, опять же это все делается не в пользу государства. Вот, давление, закрытие, аресты, вот, запугивание, пытаются насадить самоцензуру. Вот это вот тоже страшно, которая, если она засядет, то глубоко. Вы же знаете, как в советское время там и диссидентов, и всех, кто критиковал, и потом все боялись, все перешли на кухню. Также пытаются, видимо, вернуть то время, но уже не получится, это бессмысленно. Вот. Это борьба с ветряными мельницами. Это всем понятно, почему-то им непонятно. Или те, кто, видимо, понимаете, выслуживаются, вот хотят показать себя таким образом, не задумываясь, что это не будет никогда работать. Вот, тем более у кыргызов. Их опять загнать, знаете, в бутылку невозможно. Вот. Те, кто ощутил свободу, он уже именно никогда благодаря вот этой свободе слова и свободным СМИ Кыргызстан считается более демократичным, чем соседние страны, например. Когда надо хвастать, всегда этим пользуются, что вот по сравнению там, с Туркменистаном или по сравнению... Да, с Северной Кореей. Да. Пора бы уже на другие ориентиры почему-то, да, вы правильно говорите, почему не ориентируемся там, на Швецию, да? Или на Соединенные Штаты, или там, я не знаю, на другие страны, постсоветские, ладно, там. Да, Эстония, Латвия. Да, Грузия, там, да, прибалтийские страны. У нас всегда, вот, знаете, сравнивается, вот, выгодно всегда сравнивать с худшими странами. Но и то у нас произошел откат. Вот, мы сейчас очень сильно, на десятки позиций в рейтингах. Да, в рейтингах скатились. Откат произошел. Это «Репортеры без границ», там,
Freedom House. Freedom House, ряд организаций это отметили уже. Вот, поэтому нельзя сказать, что мы уже являемся островком демократии, как когда-то провозгласил Оскар Акаевич. Вот. Но все-таки, наверное, действительно лучше, чем в Туркмении. Нам еще не хватало вот опуститься до их уровня, да? И радоваться, что мы еще не совсем на дно сползли. Ну, у нас и время подошло к концу. Желаем вам, чтобы восстанавливаться и делать свою работу, миссию свою выполнять, как журналисты, да? Да. Спасибо, Нарын Мырза, что пригласили. Всегда рады участвовать в вашей передаче, потому что, таких площадок уже нет, Мало. как у вас, да, никто особо как бы... Понятно, что про государственные каналы они никогда не приглашают. У них свои дежурные эксперты, журналисты. Спасибо вам большое. Спасибо вам. У нас в гостях был известный журналист Эмирбек Сатаев. Спасибо большое. До Рахмат. свидания. До свидания.